В эфире «Актуальное интервью» в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Судостроитель, сварщик, судоводитель этих и других специалистов эксплуатации и ремонта речного транспорта готовит Жатайский техникум. О самых востребованных специальностях и преимуществах учреждения мы сегодня и поговорим. Гостья студии Надежда Рожковская, советник директора Жатайского техникума. Надежда Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, как идет приемная кампания и по каким специальностям вы набираете студентов в этом году? Ну, прием документов у нас, как и во всех образовательных учреждениях среднего и профессионального образования, начат с 20 июня. Будет продолжаться до 15 августа. Ну и при наличии мест, естественно, у нас набор будет продолжен. По каким специальностям и профессиям у нас идет набор? На базе 9 классов это электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования со сроком обучения 1 год 10 месяцев, сварщик 1 год 10 месяцев, электрические станции, сети и их релейная защита, автоматизация. Здесь, если проще сказать, это техники электрики со сроком обучения 3 года 10 месяцев, судовождение со сроком обучения 4 года 6 месяцев, судостроение 3 года 10 месяцев, мехатроника и робототехника 3 года 10 месяцев, слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов 1 год 10 месяцев, повар-кондитер 3 года 10 месяцев, сестринское дело на базе 9 и 11 классов со сроком обучения 1 год 10 месяцев и 2 года 10 месяцев. Ну и помимо этого у нас идет набор по медицинскому массажу для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Срок обучения здесь у нас 2 года 6 месяцев. Вот такие у нас специальности и профессии. Идет набор. По каким из этих специальностям, но какие из них самые востребованные, самый такой большой конкурс ежегодно? Вы знаете, вот ежегодно у нас, получается, вот и сейчас идет очень востребовано, с большим конкурсом. Это на такие специальности, как мехатроника, робототехника, повар-кондитер. На сестринское дело у нас ежегодно большой конкурс, также на сварщика и на судостроение. Но при этом у нас прием документов, как я уже сказала, до 15 августа продолжается. Я так думаю, что план контрольных цифр приема мы выполним. Почему? Потому что такие профессии и специальности, которые мы набираем, на рынке труда очень востребованы и высокооплачиваемы. Ну, один из них, например, я приведу пример, это судовождение. Здесь очень привлекательно, что обучающиеся со 2-го курса проходят практическое обучение в Ленинском объединенном речном пароходстве. И знаете, вот практическое обучение, оно оплачиваемое. Ребята, проходя практику, получают хорошую заработную плату. И, естественно, это является большим стимулом в дальнейшем на трудоустройство. Действительно. Ну, а что касается бюджетных мест, сколько доступно их и какие документы должен предоставить абитуриент? Здесь у нас получается, что тоже одной из привлекательных сторон нашего техникума прием документов на бюджетные места по всем специальностям идет. Бюджетные места, кроме сестринского дела. Сестринское дело у нас в этом году на коммерческой основе. Какие документы мы требуем? Ну и по правилам приема это во всех образовательных учреждениях. Это заявление установленного образца, оригинал или копия аттестата документа об образовании, копия паспорта, фотографии обязательно 3×4, определенное количество, там 6 штук у нас, да? И медицинская справка по форме 086, ну и на отдельные специальности, например, как на сестринское дело, поскольку эта профессия считается одной из сложных, здесь по приказу 29Н. Как предоставляют наши абитуриенты документы на поступление? Можно по почте, также по электронной почте обязательно, это как бы одно из востребованных направлений, где успешно используют наши абитуриенты, подают документы. Кроме этого, лично по адресу можно подъехать. С города Якутска это недалеко, минут 40-45 езды. Курсируют у нас 109-й, 111-й, 107-й автобусы. Ну и еще, конечно же, через портал образовательных услуг. И с этого года абитуриенты могут подать документы через госуслуги. Раньше это было только среди высших учебных заведений. В этом году абитуриенты СПО также могут подавать через госуслуги. Но
подробно, да, всю информацию наши абитуриенты могут получить на сайте нашего техникума. Мгм. Ну вот вы отметили, что по всем специальностям, кроме сестринского дела, у вас есть бюджетные места. А сколько всего их? Бюджетных мест Да, вот именно если по одной... 237. Это По всем по всем специальностям, да. специальностям. Мгм. Профессии, которые осваивают студенты вот в вашем техникуме, конечно, требуют серьезной подготовки. Расскажите немножко о техническом оснащении, а также о мастерских, которые имеются у вас. Но здесь надо отметить, что мы можем гордиться, что, значит, а, в рамках федерального реестра у нас уже не первый год введены в эксплуатацию 4 мастерских. Действительно, чем мы гордимся, это по специальностям мехатроника и мобильная робототехника, сборка корпусов металлических судов, релейная защита и автоматизация электроэнергетических судов. Ну и помимо этого у нас оснащены современным оборудованием согласно требованиям ГОС. Такие мастерские и лаборатории – это по судовождению, это повар-кондитер, эксплуатация судовых энергетических установок, электромонтер, сварочные технологии. Также мы являемся одним из образовательных учреждений по инклюзивному образованию. Здесь у нас, как раз я уже говорила, что мы обучаем специалистов по медицинскому массажу. Также у нас на базе вот этих мастерских у нас проводятся демонстрационные экзамены, различные конкурсы профессионального мастерства. Также мастерские у нас принимают активное участие в профориентации. Также я знаю, что вы сотрудничаете с Жатайской судоверфью, да? Расскажите немножко о том, как вот налажена связь студента и работодателя. Скажем так, что Жатайской судоверфью у нас подписано соглашение по подготовке рабочих кадров по таким специальностям, как мехатроника, мобильная робототехника, сборка корпусов металлических судов, это судостроение, надо понимать, да? Релейная защита, автоматизация электроэнергетических судов. Согласно соглашению, наши студенты будут проходить практическое обучение на базе Жатайской судоверфи и, конечно же, впоследствии и трудоустраиваться. Сотрудники судоверфи у нас ведут теоретическое обучение, практическое обучение на базе Жатайского техникума. Также они принимают участие активное в проведении итоговых аттестаций. Также параллельно мы активно в таком же направлении по подготовке кадров водного транспорта. Мы активно сотрудничаем с Ленским объединенным речным пароходством, Жатайским судоремонтным заводом, где наши студенты проходят успешно практику и трудоустраиваются. Вот в июне на Петербургском экономическом форуме было подписано соглашение с генеральным директором Балтийского завода. Скажите, пожалуйста, студенты каких именно специальностей будут проводить там практику? Действительно, в жизни нашего техникума прошло знаменательное событие, где было подписано историческое соглашение, согласно которому наши студенты по специальностям мехатроника, робототехника, судостроение, сварщик будут проходить практическое обучение на базе Балтийского завода, это Санкт-Петербург. Ну и также здесь хочется отметить, что наши сотрудники будут проходить на базе Балтийского завода стажировку. Также у нас, хотелось бы здесь, пользуясь случаем, отметить, что подписано соглашение с Петрозаводским автотранспортным техникумом. Определено 5 направлений сотрудничества. Это реализация совместных проектов, это стажировка наших преподавателей, мастеров производственного обучения на базе Петрозаводского автотранспортного техникума, ну и, конечно же, взаимный обмен опытом. А где еще проходят практику студенты и потом куда они трудоустраиваются? Вы знаете, наши студенты проходят практическое обучение и в дальнейшем трудоустраиваются с теми предприятиями, с которыми мы давно уже сотрудничаем и с кем мы уже наладили взаимный обмен. Мы проходим практическое обучение, а в дальнейшем наши студенты трудоустраиваются. Это множество предприятий и организаций нашей республики, но я назову основные из них, да? Это Ленское объединенное речное пароходство, о чем я уже говорила, администрация Ленского бассейна, внутренних водных путей обязательно. В дальнейшем у нас Жатайская судоверфь, чем мы очень гордимся. Жатайский завод металлоконструкций. Далее у нас еще механический завод «Восход».
и Якутский хлебокомбинат. Помимо этого еще мы ведем очень плотное, скажем так, взаимовыгодное сотрудничество. Это с Якутским гормолзаводом. Так как у нас обучаются по специальности сестринское дело, это ряд медицинских учреждений, где наши выпускники активно сотрудничают, проходят практику и в дальнейшем трудоустраиваются. Ну а также предприятия организации ЖКХ, строительства, потому что мы обучаем электромонтеров, обучаем сварщиков, обучаем наладчиков КПА. В некоторых районах республики техникум организует обучение в рамках подписанных соглашений по проекту «Кадры». Скажите, как там налажено обучение и по каким направлениям именно? Знаете, вот в рамках республиканской педагогической ярмарки, которая прошла буквально в июне месяце, наш техникум подписал соглашение о сотрудничестве с Намским, Горным, Сонтарским и другими улусами для реализации национального проекта «Кадры». И согласно вот этого соглашения у нас с 1 сентября 2024 года в ряде средних образовательных учебных заведений республики будут открыты профильные фирменные классы, где обучение будут вести наши преподаватели Жатайского техникума. Фирменные классы у нас будут расположены, и где наши школьники будут обучаться. Это по специальности судостроения. Начнут обучение в Хатынарынской средней школе имени Винокурова, Сунтарской средней школе имени Павлова. Также у нас фирменные классы по специализации электроэнергетика. Это в Мархинских школах номер 1, номер 2, Саха-политехническом лицее, Махсоголовской средней образовательной школе, Покровской школе и Бердигисяской школе имени Осипова. Фирменный класс также мы в этом году также будем открывать. Это по специализации «Юный повар». Наши школьники будут обучаться в Бердигисяской школе имени Осипова. А цель, вот это в целом, да, цель этого проекта – это запуск практикоориентированного обучения, ранняя профориентация, чтобы в дальнейшем дети уже поступали мотивированно, зная, куда они идут, по какой специальности. Ну что ж, Надежда Васильевна, спасибо большое за то, что уделили время и ответили на наши актуальные вопросы. А я напомню, наш выпуск подошел к концу. В эфире была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.